Добрый день, уважаемые родители и коллеги. Сегодня третья лекция, посвященная безопасности детей и взрослых на водных объектах. Речь сегодня пойдет о трагических событиях, которые могут случиться на воде во время отдыха. Нашу с вами встречу мы назовем «Беда случилась на воде». Мы с вами рассмотрим, какие же причины могут привести к судорогам и какую помощь при этом нужно оказывать. Выясним также, в чем же заключаются причины утопления, как спасать утопающих и какую первую медицинскую помощь нужно при этом оказывать. Будем также помнить о нашем принципе, что безопасность детей зависит также и от безопасности взрослых. Правила, которые необходимо соблюдать как детям, так и взрослым. При плавании или даже на берегу может возникнуть такая ситуация, которая в народе нам известна как ногу свело, то есть могут возникнуть судороги. В чем же причина судорог? Что это такое? Судорога – это непроизвольный мышечный спазм, сопровождающийся болью. Причина мышечного спазма – нарушение работы головного мозга. Вот мы с вами в обычном состоянии можем руководить сокращением и скоростью сокращения наших скелетных мышц, то есть руками, ногами. Но когда происходит сбой в работе головного мозга, то мы уже не можем контролировать силу сокращения мышц. Мышцы сами начинают сокращаться, при этом очень сильно, и конечность приобретает такое твердое состояние, становится твердой, как камень. Судороги могут длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Затем напряжение спадает, но после такого состояния остается чувство дискомфорта и ноющей боли в поврежденной конечности. В чем же причина судорог? В чем причина судорог? Ну, во-первых, это может быть переохлаждение организма. Мы с вами уже говорили о том, что нельзя резко заходить в воду, нельзя нырять, потому что при этом организм попадает из более теплой воды на поверхности водоема в более глубокие холодные слои. Резкий переход от пляжа к заплыву также может стать причиной судорог, потому что без разминки конечности, руки, ноги, мы еще не подготовлены к такому активному движению, как плавание. Поэтому во избежание судорог перед заходом в воду всегда нужно сделать разминку. Следующая причина, которая может вызвать судороги, это обезвоживание организма. Поэтому рекомендуется, прежде чем например, взрослый планирует длительно, долго поплавать, то необходимо выпить достаточно большое количество воды. Купание, если плавает человек не закаленный, то длительное нахождение в воде также может вызвать переохлаждение организма и судороги. Опытные пловцы тоже испытывают судорожное сокращение мышц в силу того, что совершают очень большой объем работы ввиду однотипных каких-то движений. И это вызывает утомление мышц и их судороги. Причина судороги может быть вызвана также и эмоциональным состоянием. Ну, например, человек во время плавания увлекся, далеко отплыл от берега, обернулся назад и видит, что он уже далеко. И это может стать причиной паники и вызвать судороги. Далеко заплывать и долго находиться в воде также нельзя людям, которые имеют такие заболевания, как сахарный диабет, повышенная жировая масса. Так? И это может также привести к появлению судорог. Чаще возникают судороги мышц конечностей, а еще чаще мышцы ног. Для того, чтобы снять судороги, необходимо помассировать конечность.
Ну и, например, если судорога сводит ноги в воде недалеко от берега, нужно достать дна, встать на полную стопу и таким образом постоять. Затем, уже выйдя из воды, помассировать конечность. Рассмотрим более такие серьезные случаи, когда во время плавания вдруг наступают судороги. Перед судорогами появляется всегда такое вот ощущение напряжения и боли. Если это возникло такое состояние, то можно попытаться снять судороги такими вот самыми простыми бытовыми способами. Если, например, наблюдаются судороги, ощущаются судороги в нижних конечностях, то тогда рекомендуют прикусить нижнюю губу где-то в пределах около 30 секунд. Если наблюдаются судороги пальцев рук, то тогда можно прикусить верхнюю губу. Вот такой вот простой прием. Некоторые из вас слышали о том, что можно уколоть мышцу, которую свело судорогой, булавкой. И мы можем прочитать о таких рекомендациях, чтобы к купальному костюму с внутренней стороны приколоть безопасную булавку. Это может спасти жизнь. Можно также сменить стиль плавания. Например, вы плыли обычным способом на животе, а устали, и для того, чтобы снять судорожный спазм, можно перевернуться на спину и отдохнуть некоторое время. Вот во многих случаях как раз и рекомендуют переворачивание на спину для того, чтобы лучше отдохнуть. После того, как выбрались на берег, нужно размять конечность, приложить к ней лед или просто сделать холодный компресс. Подумать, в чем же причина судорожного такого состояния. Рассмотрим примеры, когда наблюдаются судороги в каких-то конкретных группах мышц. Например, судороги в икроножной мышце. В этом случае рекомендуется два способа для снятия спазма. Во-первых, опять же, нужно лечь на спину и вот таким образом удерживаться на поверхности воды. Поврежденную ногу согнуть в колени и притянуть к груди, как это показано на слайде. Так, взяться за большой палец и потянуть ногу на себя. Конечно же, вот такую процедуру, такой прием может совершить достаточно опытный пловец, который может хорошо держаться на воде. Можно также использовать и такой способ, как принять позу поплавок, то есть набрать воздух в легкие и нырнуть. И таким же образом попытаться согнуть ногу в колени. Такая вот смена положений, смена приемов поможет снять судорогу. Судороги могут возникнуть также и в бедренной части. Например, судорога четырехглавой мышцы бедра. Для того, чтобы снять судорогу, необходимо согнуть ногу в колени и подтянуть к ягодице. Таким вот образом, обхватив ладонью щиколотку. И вот таким вот образом держать ногу для снятия судорожного спазма. Если первый раз не помогло, то можно эту процедуру повторить. Возможны также судороги и задней поверхности бедра, трехглавой мышцы бедра. Так, для этого нужно ногу выпрямить в коленном суставе, потянув стопу на себя. Конечно, правил очень много, и ясное дело, что простой купающийся, неподготовленный человек, он не сможет вспомнить, что же нужно делать в той или иной ситуации. Поэтому, чтобы не попасть в такие вот состояния, нужно обязательно соблюдать правила безопасности. При плавании возможны судороги пальцев. Как же поступить в таком случае? Для этого рекомендуется простой прием. Это сжимание
кисти в кулак и расправление. Но при этом нужно еще сгибать и разгибать руки в локтевых суставах. Ну, то есть, например, вот попытаемся это представить на данной иллюстрации. Человек, который ощущает судороги пальцев, он должен лечь на спину, так, сжимать и разжимать руки в кистях, при этом разводить руки резко в стороны. Другой вид спазмов – это спазм пальцев ног. Очень неприятная ситуация, так, очень сильные болевые ощущения возникают при этом. Что же нужно сделать, чтобы снять такой спазм? Можно надавить на основание большого пальца, так, или же тоже занять вот такое же положение на спине и попытаться поработать пальцами ног. Ну вот перечисленные приемы позволяют снизить судорожное состояние и попытаться затем уже плыть к берегу и на берегу принять необходимые уже меры по снятию судороги. После выхода на берег рекомендуется сделать массаж мышц. Такую вот самопомощь при судорогах может оказать только себе хороший пловец, знающий и понимающий анатомию своего тела. Поэтому человеку, который просто умеет плавать, можно посоветовать купаться только в отведенной для этого зоне, чтобы можно было быстро доплыть до берега. Профилактика судорог в чем заключается? Во-первых, нельзя купаться при температуре воды меньше 17 градусов. Мы уже с вами об этом говорили. Контролировать состояние здоровья. Если судороги возникают даже, например, на суше, будем говорить, в обычной жизни, то, конечно же, нужно проконсультироваться у врача, узнать, в чем причина судорог, и быть очень осторожным при купании. Перед плаванием сделать нужно разминку для того, чтобы усилить скорость кровообращения и обеспечить приток крови к конечностям. Погружаться в воду нужно медленно, чтобы избежать переохлаждения. На пляже нужно соблюдать питьевой режим. Если на пляже находитесь долго, то нужно выпивать около 2–2,5 литров простой воды. Перед плаванием нужно отказаться от курения, употребления алкоголя и кофе, потому что все эти напитки приводят к сужению кровеносных сосудов и таким образом нарушают кровообращение в конечностях, нарушают кровообращение в головном мозге и сердце. Нужно придерживаться рационального питания. Мы с вами говорили уже о том, что пища должна быть легкой перед посещением пляжа. И перед купанием нужно, чтобы последний прием пищи был не менее чем за час, за полтора. Ну и, конечно же, нужно попытаться отработать некоторые приемы самопомощи при судорогах в бассейне, а может быть даже и в комнате на полу. Снятие судорог это позволит нам избежать более тяжелых таких последствий, которые могут случиться на воде. Далее речь у нас пойдет об утоплении. Так. Простите, я пропустила то, что могут быть еще возникнуть судороги мышц живота. У нас живот образован большим количеством слоев мышц. Вот этот все эти слои мышц составляют так называемый пресс живота. И вот представьте себе, что вот эти вот мышцы тоже могут находиться в состоянии судорог. Если возникли судороги мышц живота, то нужно подтянуть ноги к коленям и таким образом попытаться сохранить тепло, и судорога может пройти. Ну вот, а теперь обговорим самые такие вот неприятные и тяжелые моменты, которые связаны с утоплением.
Утопление – это самая страшная беда, которая может случиться на воде. И по данным Всемирной организации здравоохранения и по статистическим данным Российской Федерации, утопление занимает второе место среди причин травматической детской смертности. Наибольшее количество утонувших детей – это дети в возрасте от 1 года до 7 лет. И, что парадоксально, дети тонут, когда рядом находятся взрослые, родители или же другие сопровождающие. Дети тонут не только в открытых водоемах, в море, реке, озере, дети тонут в бассейне, в ванне, и утопление может произойти даже в садовом ведре. Поэтому нужно быть очень внимательным, когда рядом находятся дети и есть какой-то водоем, есть вода. Утопление – это угрожающее жизни состояние или гибель, наступившая в результате проникновения воды в дыхательные пути человека. Жидкость наполняет дыхательные пути и блокирует работу легких, препятствует газообмену. Рассмотрим особенности строения дыхательной системы. Дыхательная система представляет систему органов, которые полые внутри. И эти органы образуют воздухоносную систему, воздухоносные пути и легкие. Воздухоносные пути не спадаются, потому что их основу составляют хрящи. К воздухоносным путям относятся носовая полость, глотка, гортань и трахея и бронхи. Вот эти органы предназначены только для проведения воздуха. Здесь газообмен не происходит. Газообмен происходит только в легких, которые являются полыми органами. Нужно иметь в виду, что большое значение имеет гортань для дыхания. Гортань – это полый орган, который принимает участие не только в проведении воздуха, но и в проведении, ну и в голосообразовании, в звукообразовании. Надгортанник закрывает рефлекторно вход в гортань. Когда мы проглатываем что-то, надгортанник опускается, и вход в гортань закрывается. Например, когда в процессе купания, плавания мы нечаянно заглатываем воду, то это приводит к тому, что вход в гортань закрывается. Воду мы проглатываем, она попадает в желудок. Поперек гортанной щели располагаются голосовые связки. Почему мы это все сейчас с вами вспоминаем? Потому что так или иначе вся эта анатомия будет объяснять нам, почему происходят те или иные процессы. Вся масса легких состоит из огромнейшего количества вот таких вот альвеолярных пузырьков. Стенки их образованы одним слоем клеток. Альвеолярные пузырьки очень густо оплетены капиллярами. Здесь показаны эритроциты, которые транспортируют кислород. И вот благодаря такому строению анатомическому кислород хорошо поступает в легочный пузырек, а обратно поступает углекислый газ. В дыхании большое значение имеет грудная клетка, которая защищает легкие. Обратим, пожалуйста, внимание на строение грудной клетки. Грудная клетка образована ребрами, которые прикрепляются к грудине. Причем ребра прикрепляются при помощи хрящей. Это очень важно, когда мы с вами рассматриваем механизмы оказания первой медицинской помощи при остановке дыхания. Ребра прикрепляются к грудине. Это довольно-таки сложная кость, которая образована 3 костями. И мы обратим внимание вот на эту вот маленькую такую косточку. Это мечевидный отросток. Учитывать эту особенность нужно, когда появляется необходимость оказать
вернее, сделать искусственный массаж сердца. Вот такое строение имеет наша дыхательная система. Почему человек тонет? Дело в том, что при утоплении воздухоносные пути и легкие заполняются водой. Как может произойти заполнение этих жизненно важных органов водой? Во-первых, человек может потерять сознание. Но когда человек теряет сознание, он не перестает дышать. И вот в воде такой человек без сознания, он совершает дыхательные движения, и вода поступает в легкие, и таким образом человек тонет. Другая причина заключается в том, что происходят очень важные процессы, которые нарушают механизмы транспорта газов, которые мы с вами рассмотрим несколько позже. Каковы же особенности тонущего человека? Мы можем вспомнить ряд фильмов, в которых показано, что тонущий человек очень активен, он активно размахивает руками, громко кричит, призывая на помощь. Но на самом деле в жизни такого не происходит. И все эти кадры, которые нам запомнились из фильмов, это просто вымысел режиссера для того, чтобы показать весь драматизм ситуации. Процесс утопления происходит незаметно, очень тихо, и вроде бы вот кто-то так рядом с тобой плавал, а потом вдруг этот человек куда-то исчез. В чем причина? Почему происходит утопление так вот тихо? Но опять же, для того, чтобы вот это понять, мы с вами должны сейчас вспомнить особенности строения дыхательной системы. Когда человек тонет, он просто не может позвать на помощь. Почему? Потому что дыхание – основная функция дыхательной системы, а речь – дополнительная. Чтобы говорить, необходимо иметь возможность дышать. В данном же случае при утоплении сохранение дыхания важнее, поэтому тонущие не могут кричать. Рот утопающего периодически скрывается над поверхностью воды и появляется снова. Времени, которое находится голова человека над водой, достаточно только для того, чтобы вдохнуть и выдохнуть. Сил, возможности для того, чтобы кричать и позвать на помощь, просто-напросто нет. Тогда вы можете сказать, например, а если он не может кричать, ну тогда пусть хоть руками машет. Так? Но человек в таком случае даже и руками махать не может. Почему? Потому что инстинкты заставляют человека раскинуть руки в стороны. Он не может сознательно совершать какие-то плавательные движения ногами и руками. И пытается поднять свое тело вверх. Создается впечатление, что человек стоит в воде и пытается из нее выпрыгнуть. Как будто бы он перемещается по лестнице. В таком вот состоянии человек может держаться где-то около 1 минуты, в зависимости от степени его тренировки. Что человек тонет, можно узнать по таким вот признакам. Во-первых, это голова, которая расположена над поверхностью воды, рот открыт всегда, и человек не может, при этом человек ничего не кричит, не говорит. Это может быть откинутая назад голова, лицо над поверхностью воды. Глаза при этом как будто бы ничего не видят, взор стеклянный, и не узнает даже известных ему людей. Или глаза вообще могут быть закрыты. Волосы налипают на лоб и на глаза, человек не может отодвинуть их рукой, потому что в это время он занят тем, чтобы держаться каким-то образом на поверхности воды.
Может быть, даже он попытается перевернуться на спину. Но все вот эти вот признаки, они очень кратковременны, где-то в пределах 1 минуты. Ну, вот я сама была свидетелем того, что ну, даже где-то на расстоянии где-то около 1 метра возле меня купался человек, и вот он то нырнет, то вынырнет, то нырнет, то вынырнет. Причем все это происходило очень тихо. И пока кто-то не сообразил, что происходит, так и не кинулся спасать. И вот лично я тогда же и не поняла, что рядом со мной тонул человек. Итак, значит, запомним, что утопающий не кричит, не зовет на помощь, призывно руками не размахивает. Интересно то, что человек может тонуть. Интересно то, что утопление в пресной и морской воде происходит по-разному. Вот интересно, в какой воде человек быстрее утонет, в пресной или морской? Потому что от этого будет зависеть возможность его спасения. Ну вот, допустим, человек тонет в пресном водоеме. В легкие попала вода. Что же происходит? Вода начинает просачиваться через стенки легких в капилляры. Объем крови при этом увеличивается. Эритроциты попадают, будем так говорить, в разбавленную уже среду и начинают разрушаться. То есть эритроциты перестают транспортировать кислород. Так как кислорода организм получает мало, то нарушается работа головного мозга и работа сердца. Человек тонет. Утопление в таком случае происходит за 2-3 минуты. Особенности утопления в морской воде. В чем они состоят? Морская вода более соленая, чем наша кровь. При этом вода из крови начинает поступать наоборот в легочный пузырек. Повышается вязкость крови. Эритроциты слипаются, перестают выполнять свою функцию, нарушается работа головного мозга и сердца. Человек тонет. Но на все эти процессы физиологические уходит уже больше времени, 8-10 минут. То есть спасти человека, который тонет в морской воде, больше вероятности, чем того, кто тонет в пресной воде. Это нужно учитывать. Различается несколько видов утопления, которые могут случиться в нашей жизни. Ну, например, первый вид утопления – это истинное или мокрое утопление, когда человек конкретно тонет в каком-то водоеме. Второй вид утопления – это сухое утопление, которое может произойти на суше. Следующее утопление – это синкопальное утопление и смерть на воде. Но наиболее часто случается истинное или мокрое утопление. Рассмотрим, как оно происходит. Происходит постепенно в несколько фаз. Хотя мы сказали, что утопление происходит за 2-3 минуты, ну, может быть, чуточку побольше, да, все-таки оно многофазное. Простите. Вот первая фаза. Первая фаза – это фаза, когда еще человек может осознанно задерживать дыхание на какое-то время. При этом он делает судорожные вдохи и выдохи, погружается в воду, выныривает из воды. То есть он еще в этом состоянии активно борется за свою жизнь. И в это время как раз и можно быстренько его спасти. В это время человек может ухватиться за протянутую ему палку, круг, руку спасателя, так, или осознанно выполнять какие-то другие действия. Но это состояние очень кратковременное, где-то около 1 минуты.
В связи с тем, что человек совершает энергичные движения, в клетках идет интенсивное расходование кислорода и наступает кислородное голодание постепенно. Дыхательная недостаточность усугубляется еще и тем, что человек начинает кашлять, потому что вода раздражает дыхательные пути и может возникнуть бронхоспазм. Следующая фаза вторая. Человек уже устал, и ему трудно, он уже не может удерживать голову над поверхностью воды. Он не может контролировать носовое и ротовое дыхание. Заглатывает воду, вода попадает в желудок, желудок начинает давить на диафрагму, на легкие, легкие не могут расправиться. Таким образом усугубляется состояние организма. Но самое страшное то, что под водой человек начинает совершать дыхательные движения, и он еще больше заглатывает воды. Третья фаза. Наступает рефлекторный выдох. И вот в это время над утопающим можно будет увидеть пузырьки воздуха. Следующая фаза, четвертая. Человек начинает погружаться на дно водоема. К этому времени он уже находится без сознания. Так, и человек делается неподвижным. И переходит затем следующая фаза, фаза 5. Так, в это время он может еще совершать дыхательные движения, потому что продолжают раздражаться дыхательные центры головного мозга, и ситуация еще более усугубляется, потому что вода заполняет не только легкие, желудок, верхний отдел тонкого кишечника. В целом газообмен нарушен, и начинается кислородное голодание головного мозга и сердца. При утоплении человек чаще всего вот так вот ударяется лбом, выступающими частями тела о твердый грунт. После извлечения из воды наблюдается синяя кожа лица, шеи, вздувшиеся вены, пена розоватого цвета изо рта и носа. Почему? Да потому что эритроциты разрушаются, и гемоглобин, который входит в их состав, он окрашивает жидкости и пену. Теперь перейдем к характеристике другого утопления, сухого, которое случается в 30-35% случаях утопления. В чем причина сухого утопления? Сухое утопление называется потому, что можно утонуть, даже не находясь уже в водоеме. Мы искупались, человек искупался, и затем, выйдя на берег, он может утонуть. Вот такая парадоксальная ситуация. Что же здесь происходит? Дело в том, что в таком случае происходит смыкание голосовых связок. Происходит смыкание голосовых связок, вот открытые голосовые связки, вот уже закрытые голосовые связки, и человек не может дышать. Ну вот вспомним, такие у нас бывают жизненные ситуации, когда в критических ситуациях каких-то у нас наблюдается резкий выброс адреналина в кровь, паническое состояние, и пережимает очень сильно горло. Мы не можем дышать, перехватывает дыхание, мы не можем говорить. Такая же ситуация в данном случае. Почему? Потому что происходит раздражение нервов, раздражение верхнегортанного нерва, который регулирует смыкание связок. Почему происходит раздражение этого нерва? Может возникнуть это раздражение в результате, например, попадания
воды, попадание воды небольшого количества в дыхательные пути. Раздражение может возникнуть в силу того, что мы носом, например, вдохнули воду. Я вот страшно боюсь, когда попадает в нос вода. Это мало того, что больно и неприятно, но оказывается, это еще и может привести к тому, что вот голосовые связки сомкнутся, и воздух перестанет поступать в гортань. Прекратится сам процесс проведения воздуха. Так как воздухоносные пути перекрыты, куда будет поступать вода? Вода будет поступать в желудок. А из желудка вода будет поступать затем в кровь. Кровь будет разбавляться, эритроциты будут разрушаться, и газообмен нарушится. Ребенок, даже и взрослый, могут не обратить внимания на то, что они вот таким вот образом нахлебались воды. Последствия начнутся спустя несколько часов, могут уже начаться дома. И это станет причиной такого вот отложенного утопления. Ребенок, например, он начнет тяжело дышать, жаловаться на головокружение, тошноту, будет сонливым, кожа станет бледной, руки синеют. То есть вот это, на эти процедуры, на эти симптомы родители обязательно должны обратить внимание. В уголках рта могут появляться пенообразные выделения. Поэтому вот даже просто вялое такое состояние ребенка после купания уже дома обязательно должно насторожить родителей и вызвать врача, и непосредственно вызов врача. Следующий вид утопления – это синкопальное утопление, или еще называют его обморочным утоплением. Вот этот вот вид утопления обусловлен холодовым шоком, паникой, эмоциональным перенапряжением. Ну, например, плаваем и решили встать на дно водоема. Ногой проверяют дно, а его нет. Все, испугались. Происходит выброс адреналина, спазм кровеносных сосудов. Или, например, в воде так вот нечаянно дотронулись до какого-то подводного объекта, а он уже оброс там тиной, скользкий, неприятный, и человек может испугаться. И происходит в таком случае спазм кровеносных сосудов, нарушается кровоснабжение головного мозга и сердца. А что значит нарушается кровоснабжение? То есть нарушается процесс поступления кислорода к головному мозгу и сердцу. Наступает смерть. То есть, по сути дела, человек тонет не из-за того, что в легкие попала жидкость, ее там нет, а из-за того, что клетки головного мозга и мышцы сердца находятся в таком вот состоянии недостатка кислорода. И последний вид утопления – это смерть на воде, которая является причиной сопутствующих заболеваний, ну, например, различных нервных заболеваний, эпилептического припадка, или развивается сердечно-сосудистая недостаточность, так, развивается инфаркт, или в воде случился инсульт. То есть, да, такие ситуации относятся к утоплению, но непосредственно вода в легкие дыхательные пути здесь не попадает. От определения вида утопления зависит оказание первой медицинской помощи и спасения утопающего. Рассмотрим технику спасения утопающего. Если, например, мы видим тонущего человека, и мы понимаем, что стоит ему протянуть руку, и этот человек уже будет спасен. Здесь нужно действовать смело и ни о чем, и не раздумывая.
Причем нужно объяснить человеку, что мы идем ему на помощь, не беспокойся, сейчас вот мы тебе протянем руку, дадим какую-то палку, доску, весло, то есть мы тебя спасем и вытащим. Но если до пострадавшего дотянуться тяжело, невозможно, то тогда используем уже более какие-то кардинальные средства. Ну вот что делать, если мы заметили, что человек тонет далеко от берега, далеко от нас? Здесь нужно здраво расценивать свои силы и возможности. Ну, например, если вы не уверены в том, что вы доплывете до того места, что доплывете, но не сможете спасти и транспортировать пострадавшего, то лучше поступить таким образом, попытаться найти человека, который сможет помочь. Может быть, вдвоем с этим человеком вы поплывете к тонущему. Или, например, вы будете вызывать скорую помощь. Но, по крайней мере, нужно здесь здраво оценить ситуацию. Вспомним первую фазу утопления, когда человек достаточно активен. И вот здесь вот нужно тоже нужно проявить грамотные действия, провести грамотные действия. Ведь этот топающий человек, он будет хвататься буквально за все, что находится рядом, и таким образом мешать своему спасению. В таком случае рекомендуется, ну, например, поднырнуть под утопающего и таким образом поддержать его над поверхностью воды. Или же подойти к утопающему сзади, подплыть сзади и таким образом уже транспортировать его. Транспортировка пострадавшего осуществляется таким образом, чтобы лицо пострадавшего всегда было над поверхностью воды. Итак, спасли утопающего, перенесли его на берег. Каков же алгоритм оказания первой помощи? Ну, мы, конечно, надеемся, что в это время уже непосредственно сама карета скорой помощи стремится к данному месту трагедии. Но если этого нет, то нужно попытаться все-таки спасти человека. Во-первых, нужно пострадавшего положить на ровную поверхность, внимательно осмотреть его тело, чтобы не было каких-либо травм, и затем осмотреть обязательно ротовую полость и при помощи пальца, обернутого какой-либо тканью, очистить ротовую полость, язык пострадавшего. Затем перевернуть пострадавшего на живот, таким образом, чтобы остатки воды могли выйти из легких. Но мы теперь знаем, что не в каждом случае легкие заполнены водой. Но и спасателю рекомендуется надавить на корень языка, чтобы вызвать рвотный рефлекс, освободить легкие и желудок от воды. Да? А также этот рвотный рефлекс он будет стимулировать начало дыхательных движений. Если дыхание не происходит, то нужно приступить к искусственной вентиляции легких. Значит, пострадавшего кладут на ровную поверхность, так, и под лопатки нужно поместить валик. Для чего? Для того, чтобы голова была запрокинута, и спасатель должен выдвинуть вперед челюсть для того, чтобы язык не западал назад, и таким образом воздухоносные пути были открыты. Если нет никакой ткани, одежды для того, чтобы сделать вот этот вот валик, тогда можно использовать особенности грунта. Ну, например, в песке можно выкопать быстренько ямку и положить голову, поместить туда голову. Попытаться сделать какие-то особенности микрорельефа на пляже для того, чтобы чтобы тело приняло такое положение. Искусственная вентиляция легких – это очень сложный процесс. Как же производится искусственная вентиляция легких? На рот пострадавшего нужно положить какую-либо ткань для того, чтобы предотвратить попадание
воды и рвотных масс из ротовой полости пострадавшего к спасателю. Спасатель должен сделать глубокий вдох, зажать нос пострадавшего пальцами, плотно прижать губы к рту пострадавшего и сделать резкий выдох. При этом нужно контролировать поднятие грудной клетки, поднятие и опускание грудной клетки. Если при искусственной вентиляции легких надуваются щеки пострадавшего, а грудная клетка не поднимается, значит, искусственная вентиляция происходит неправильно. То есть или, может быть, спасатель забыл зажать нос пострадавшего, или его рот неплотно примыкает к рту пострадавшего. Итак, когда вдувают воздух, вдувают воздух, да, грудная клетка должна подниматься. Затем спасатель отнимает свой рот от пострадавшего, да, грудная клетка опускается, происходит выдох. Вот вы можете спросить, а почему же такой вот выдыхаемый воздух спасателя обеспечивает реанимацию? Ведь во вдыхаемом воздухе есть углекислый газ. Но здесь нужно учитывать такую особенность, что углекислый газ имеет в минимальных значениях тоже имеет биологическое значение, потому что углекислый газ возбуждает дыхательный центр головного мозга, и это стимулирует дыхательные движения. Искусственная вентиляция легких ребенку делается особым образом. Спасатель, родители, например, должны обхватить ртом и носик, и рот ребенка. Вот такая особенность. Рисунок искусственной вентиляции легких ребенку. Если у пострадавшего не определяется пульс, значит, это указывает на то, что нарушена работа сердца. Нужно сделать непрямой массаж сердца. Для этого лучше всего, чтобы в таких вот реанимационных процедурах принимали участие 2 человека. Один делает искусственное дыхание, а другой проводит непрямой массаж сердца. Причем спасатели в таких случаях должны меняться, потому что работа эта очень физически трудная, требует больших энергетических затрат. Обратим внимание на то, как располагаются ладони на грудной клетке, когда оказывается непрямой массаж сердца. Одна ладонь располагается поперек грудной клетки выше мечевидного отростка. Именно на грудине, а не на ребрах. Если мы разместим ладонь в области мечевидного отростка, то мечевидный отросток просто-напросто отломается и будет травмировать легкое. Если мы будем располагать ладони на грудной клетке, на ребрах, то это может привести к перелому ребер. Ребра проткнут легкое, и это еще более усугубит ситуацию. Особенность непрямого массажа сердца обусловлена особенностями грудной клетки. Помните, мы с вами говорили о том, что ребра полуподвижно соединяются с мечевидным отростком. Вот когда спасатель надавливает на грудную клетку, она должна прогнуться под давлением на 3-5 сантиметров. Представьте, какая это должна быть работа. В таком случае грудная клетка будет давить на сердце, из сердца будет вытекать кровь. Когда спасатель отнимает руку от грудной клетки, да, грудная клетка восстанавливается в объеме, сердце тоже расправляется, давление в нем падает, и кровь присасывается к сердцу. Сердце работает как насос. Каковы правила оказания одновременно и искусственной вентиляции легких, и непрямого массажа сердца? Не нужно думать, что и то, и другое нужно делать одновременно. Все делается по очереди, постепенно.
на одно вдувание, спасатель делает вдувание, так, второй спасатель в это время не надавливает на грудную клетку. Одно вдувание, так, затем 4-5 резких компрессий, резких надавливаний. И вот так вот нужно делать до тех пор, пока человека не оживят. Непрямой массаж сердца ребенку делается очень осторожно, только 2 пальчиками на область грудины. И грудина под этим давлением должна опускаться где-то на 2-3 сантиметра. Нужно сказать, что частота компрессии, надавливаний должна быть очень высокая, где-то 100-120 надавливаний в минуту. Вот 2 пальчиками вот так вот нужно очень часто осуществлять надавливание. После того, как все реанимационные мероприятия осуществились благополучно, да, пострадавшего укладывают, переворачивают постепенно вот так вот на бочок, так, обеспечивают покой, тепло. Если человек может пить, то дают ему выпить воды. И после этого нужно транспортировать обязательно в лечебное учреждение или же вызвать врача на дом. Конечно же, спасение утопающего требует очень тщательной подготовки и тренировки самого спасателя. Но наша лекция, конечно же, не сформировала необходимых умений, но, по крайней мере, я думаю, что она заставила задуматься об очень многих вещах. Поэтому, уважаемые родители и просто отдыхающие, соблюдайте правила безопасного поведения на водных объектах и безопасного вам отдыха. Всего хорошего!